Аԥснахада Бадра Гунба официалла иреиҳау аҳәынҭқарратә маҵзурахьы инеира аҽалархәразы ҳареспублика иаҭааз Урыстәыла аҳәынҭқарратә дума адепутатцәа Лаша Ашьба аҳәынҭқар иҭоуба ашьҭаҵара иазкыз аныҳәатә церемониа амҩаԥысра идырныҳәалеит. Иазгәарҭеит ажәлар ианапхгараҭаратә мчқәеи рыбжьара апарламент иааннакыло аҭыԥ. Вы, являясь гарантом стабильности, гарантом диалога внутри абхазского общества, действительно сыграли огромную роль в том, чтобы мы пришли к сегодняшнему праздничному для республики событию. Ну и позвольте вас заверить в том, что парламент Российской Федерации, в данном случае мы с Андреем Валерьевичем выступаем от Государственной Думы, но и наши коллеги от Совета Федерации тоже просили это передать, что мы всегда рядом и будем системно, на такой постоянной основе взаимодействовать с вами для дальнейшего развития Абхазии на благо людей, которые живут в Абхазии, всего многонационального народа республики. Ну и Российская Федерация, конечно, взяла на себя определенные обязательства, которые мы будем выдерживать и которые мы будем нести. Ну а что касается межпарламентского сотрудничества, то еще раз хочу сказать, что мы всегда вас ждем в Москве. Будем обсуждать те решения, которые предстоит принять парламенту Абхазии, и те достаточно, так сказать, сложные моменты, которые существуют в абхазском обществе. Вы являетесь главной, так сказать, законодательной и представительной властью в республике. И кому, как не вам, сесть вместе с представителями других течений, других взглядов и обсудить будущее. Урыстәылатәи афедерациа аҳәынҭқарратә дума ахаҭарнакцәа инацшьны иазгәарҭеит Аԥсни Урыстәылеи русеицуреи реимадареи аихаҳареи рӷәӷәареи шазгәаҭо. Целый ряд проектов, которые Российская Федерация инициировала в Абхазии и помогает осуществить, мне кажется, что они тоже закладывают вот этот фундамент для того, чтобы молодые абхазы, которые получают образование, допустим, где-то в России, потом возвращались в Абхазию, работали на благо страны, и чтобы были такие проекты, которые объединяют всех. И мы всегда рядом с вами. Важно, чтобы в целом вот новая страница истории Абхазии, которая сегодня открыта, чтобы она была позитивной для всех. И для тех, кто голосовал за президента, и для тех, кто голосовал за другого кандидата, чтобы мы находили общие точки, которые могут сблизить, объединить абхазское общество. Говоря о единении, сегодня фигура вновь избранного президента, кто вступил сегодня в должность после инаугурации, на мой взгляд, именно та, вокруг которой может объединиться весь народ Абхазии. И, конечно, в этом роль Народного собрания, безусловно, велика. Мы всегда были, есть и будем рядом, как парламентарии, как просто граждане Российской Федерации, как просто люди, которые любят Абхазию, любят народ. Вы всегда можете на нас в этом вопросе положиться. Убеждены в том, что нет никаких нерешаемых вопросов, нет никаких заскорузлых, этих застарелых проблем. Все можно решить, и обо всем можно договориться. Надо просто разговаривать. И если мы вам в этих разговорах нужны, вы, безусловно, можете на нас рассчитывать. Я еще раз поздравляю, Лаш Нузарович, вас, всех наших коллег с этим сегодняшним знаменательным мероприятием, огромным днем. Аԥсны жәлар реизара аиҳабы Лаша Ашьба иколлегацәа бзиала шәаабеит ҳәа раҳәо иазгәеиҭеит аҩтәылак рпарламент бжьаратәи изыҟазаашьақәа рышьаҭарҭбаара аԥхьаҟа ишацҵахо. Мы очень рады сегодня, что именно вы представляете делегацию Государственной Думы Российской Федерации. Петр Олегович возглавляет у нас совместную комиссию. Значит, Андрей Валерьевич группу дружбы. Для нас это особенно символично, и это показывает еще
еще большую поддержку и подтверждает отношения, неустанно хорошие отношения Государственной Думы к Республике Абхазия. Я часто говорил при наших предыдущих встречах о том, что в истории парламентаризма России всегда, Государственная Дума была местом, где мы всегда могли находить поддержку, даже в самые сложные для Абхазии времена. И я благодарен тому, что и сегодня эти добрые традиции продолжаются. Спасибо за то, что приехали разделить радость, связанную с инаугурацией. Это торжество общенародное, общенациональное. Те вызовы, которые есть перед нами сегодня, они должны быть преодолены, конечно же. В процессе инаугурации я в своей речи сказал, что сплоченность нашего народа – это основной приоритет для всех нас. Парламент Республики Абхазия приложит максимум усилий, чтобы так оно и было. И, конечно, если нам понадобится поддержка, она нам нужна всегда, наших коллег из Российской Федерации, мы всегда будем к вам обращаться. В общем, намерены наращивать наши взаимоотношения по линии парламентского измерения. Я думаю, что у нас неплохой уже наработанный опыт есть, и мы его будем продолжать в таком же ключе. Анаюс жлары зарай хабыла шашба нхыц уапстыла парламента хантаю Таймураз Тускаев диды икылет язгуетет хай шара жлар корейзы азашаква эснаги чидо губылра шрыцо. Народ Абхазии, народ Северной Осетии связывают давние, самые теплые, самые крепкие связи. И мы с вами давно лично общаемся, знаем ваш огромный, богатый политический опыт в управлении республикой. Вы были премьер-министром республики, сейчас возглавляете парламент. Готовы взаимодействовать, готовы дружить. Народы Абхазии и Осетии связывают давние, многовековые традиции. Очень важно, что наши ученые уже многие десятилетия проводят в том числе и совместные исследования. Я на встрече с президентом сказал, что в Осетии чтут не только в научной среде, но и в такой общей национальной среде, чтут имя выдающегося абхазского ученого Шалва Денисовича Инал-Ипа, чтут за его такой глубокий научный подход и интерес к растениеведению. И в своих работах он проводит очень интересные этнографические параллели. И я уверен в том, что основой будущего Абхазии является уважение к своим традициям. И вот эта прочная база станет фундаментом дальнейшего развития страны. Будем взаимодействовать, помогать и радоваться успехам друг друга. Абас алапсна хада бадрагун бейтоубашта царахтыс дачазныкге республика ханырц певизцвей аишцвей хейбанарбейт. Амра заранди абхайнал гунджия абсвателя хвапшра.